Один из крупнейших праздников ислама. 25 июня мусульмане всего мира отмечали Ураза-Байрам. За чистый Сакмар в Сибае прошла экологическая акция. «Ловись, рыбка большая и маленькая» сегодня отмечается Всемирный день рыболовства. Теперь об этом и другом более подробно. В эфире городского телевидения информационный выпуск новостей. В студии Наиля Ахмедшина. Здравствуйте. 25 июня мусульмане всего мира отмечали Ураза-Байрам – праздник, знаменующий окончание поста во время священного месяца Рамадан. Для каждого верующего этот день в первую очередь связан с причастностью к общей радости единоверцев, а также хорошая возможность для пополнения духовного опыта. Сибайская мечеть Таква в минувшие дни приняла сотни городских и приезжих мусульман, чтобы вместе отметить это торжество. На праздничном намазе побывала наша съемочная группа. Залия Нурлы известна многими своими душевными песнями. Ее часто можно увидеть на мероприятиях и концертах. В священный месяц Рамадан она вместо вечерних нарядов и дорогих платьев надевала мусульманскую одежду, посещала мечеть Таква и держала пост. От всей души поздравляем всех мусульман, горожан с этим прекрасным праздником. Этот священный месяц, мы его очень долго ждали. И целый год мы ждали, были в ожидании, и, конечно же, он пришел. Мы держали пост. Аллах шукр, Аллах дает нам силы. И очень отрадно видеть столько людей сегодня в нашей мечети. И очень радостно, сегодня очень радостный день. Мы от всей души всех мусульман поздравляем с этим великим праздником. Дай Бог, чтобы наш пост был принят, и чтобы наши дуа тоже были приняты. Священный месяц Рамадан – время милосердия и благотворительности. Это самые ценные дни в году для приверженцев исламской религии. Считается, что Великий пост продолжительностью 30 дней укрепляет нравственность, учит терпению, помогает оценить блага, дарованные Всевышним. В священный месяц Рамадан каждому мусульманину положено держать пост, а еще быть милостивым и добрым по отношению к бедным и нуждающимся. Это время, когда человек избавляется от нехороших и негативных мыслей, очищает и проверяет себя на прочность и веру. По окончании священного месяца мусульмане отмечают Уразу-Байрам. Традиционно этот праздник приходится на 1, 2 и 3 числа месяца Шаваль. По григорианскому календарю совпало на 25, 26 и 27 июня. В эти дни мусульмане всего мира, совершив омовение, надевают праздничную одежду и спешат в мечеть на коллективную молитву. После этого верующие обмениваются поздравлениями, идут в гости или приглашают к себе на праздничную трапезу. Также в этот день принято навещать родителей, старших и больных, посещать кладбища, поминая усопших. Кроме того, Ураза-Байрам отмечен крайне важным предписанием религии. До начала праздника мусульманин, имеющий доход выше минимального, должен подать особую милостыню нуждающимся в минимальном размере 50 рублей. Он уносит ее за себя, за жену и детей. В этот день по традиции в мечети был осуществлен намаз. Всех мусульман с праздником поздравил глава города Халид Сулейманов, а Глямедин Хазрат также присоединился к словам поздравлений. Дорогие мусульмане, я вас с чистого сердца поздравляю с священным праздником Ураза-Байрам. Вот сегодня наш прошел Байрам. Алхамдулилля, люди приходят, люди, что у них возложено, выполняют. Фитр садака, закат садака. Они выполняли, пускай Аллах их пост и садака принимает. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. По окончанию намаза все верующие могли насладиться бесплатными угощениями, горячим пловом и башкирским кумызом. Данила Любаев, Радмир Сангулов, Любовь Карпова, телекомпания СТВ. К другим темам. Сотрудниками Управления ФСБ России по Республике Башкортостан в городе Сибай пресечена деятельность законспирированной ячейки международной террористической организации Хизб Тахрир Аль-Ислами, запрещенной на территории Российской Федерации. Подробности смотрите далее. В результате реализации оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, проведенных у ФСБ России по Республике Башкортостан, задержаны 3 члена сибайской ячейки Хизб Тахрир, в том числе ее лидер. По оперативным данным, подразделение Хизб Тахрир в Сибае вносило раскол в мусульманское общество Башкортостана. В качестве основной цели члены Хизб Тахрир видели устранение неисламских правительств и создание теократического унитарного государства – исламского халифата, включающего в себя территорию республики. Подразделением Хизб Тахрир в Сибае решались задачи по вовлечению жителей республики в террористическую деятельность, распространение воинствующей исламской пропаганды.
В настоящее время все члены указанной ячейки задержаны и находятся под стражей. Следственные действия продолжаются. В ходе проведения следственных действий на месте проживания членов террористической ячейки обнаружена и изъятая запрещенная литература, включенная в федеральный список экстремистских материалов, технические устройства и электронные носители информации, содержащие экстремистские, агитационные и пропагандистские материалы, используемые Хизбут Тахрир для вербовки и обучения новых сторонников. Для справки, Хизбут Тахрир аль-Ислами, партия исламского освобождения, была основана в Палестине в 1953 году, активно действует в Сирии, Египте, Иордании, Тунисе, Кувейте, Палестине, Турции и Западной Европе. Деятельность Хизбут Тахрир запрещена в большинстве арабских стран, восточноевропейских, азиатских и ближневосточных государствах. Верховным судом Российской Федерации партия Хизбут Тахрир аль-Ислами в 2003 году была признана террористической и внесена в список запрещенных на территории России. Елена Афанасьева, Любовь Карпова, телекомпания СТВ. К теме экологии на днях состоялось итоговое мероприятие акции «Чистый Сакмар» и передачи эстафеты к Кувандыкскому району Оренбургской области. В его работе приняли участие представители Министерства природопользования и экологии Республики Башкортостан, глава администрации районов Зауралья и Кувандыкского района Оренбургской области. Подробности в материале моих коллег. Изначально идеей улучшить санитарное и экологическое состояние реки Сакмар выступил постоянный читатель региональной газеты «Атайсал» Файзрахман Усманов. В последующем эта идея нашла поддержку в редакции печатного издания и была включена в повестку дня Всероссийской научно-практической конференции «Башкортостан. Территория роста. Предпринимательство, экология, язык и культура», которая прошла в марте этого года в стенах Сибайского института БГУ. Идею подхватили на уровне глав и общественности Абзелиловского, Баймакского, Зилаирского и Хайбулинского районов, Министерства природопользования и экологии республики. В очистке реки Сакмар и ее притоков от мусора были задействованы 18 сельских поселений, около 100 населенных пунктов. Данная акция «Чистая Сакмара» является очень важным инструментом, во-первых, в экологическом воспитании. В ней принимали участие от мала до велика. Все населенные пункты всех наших зауральских районов приняли активное участие. Было вывезено очень много, собрано на территории побережья Сакмары мусора. Увы, это наш мусор, мы же сами это делаем. И такую акцию нужно проводить, на наш взгляд, ежегодно, нужно продолжать и расширять территорию. Наша акция прозвучала не только на районах Зауралья, но и на всю республику. Многие, наверное, читали газеты, Яшлык и все прочие, где были отражены данные мероприятия. Наше мнение, что акцию нужно продолжать из года в год. Участников акции поздравил заместитель министра природопользования и экологии Республики Башкортостан Филюс Яхин. Также он вручил муниципалитетам благодарственные письма Министерству природопользования и экологии Республики Башкортостан за активное содействие в организации проведения акции «Чистый Сакмар», посвященной Году экологии в России и Году экологии особо охраняемых территорий Республики Башкортостан, пропаганде бережного отношения к окружающей среде родного края. За заслуги в области культуры, литературы, журналистики, большой общественной работы, высшей награды Всемирного Курултая-Башкир награжден писатель, главный редактор региональной газеты «Атайсал» Хайдар Тапаков. После всех выступлений, гостей и концертных номеров состоялась церемония передачи эстафеты «Чистый Сакмар». Заместитель министра природопользования и экологии Республики Башкортостан Филюс Яхин и глава Хайбулинского района Раил Ибрагимов вручили гостям из Оренбургской области символы акции, красную книгу и сувениры. Значение очень большое, потому что надо беречь наш, так скажем, главную артерию нашу уральскую от экологических проблем, и потому что на протяжении довольно-таки длительного времени Сакмара являлась не только, так скажем, обеспечивала продовольственное обеспечение, водоснабжение населенных пунктов, которые находятся на берегу этой реки, но также была большой транспортной артерией. Производился лесосплав. Ну вот за последние годы, получается, река начала мелеть. Ну и наша акция будет, так скажем, стартом к дальнейшему восстановлению, возрождению нашей благодатной, нашей благословенной реки. Жители Оренбургской области начали субботники еще до передачи эстафеты. Как сообщают в областной администрации, участниками экологической акции стали около 50 человек. Они привели в порядок прибрежную территорию реки Сакмар. Елена Афанасьева, Глухамитова, Радмир Сингулов, Любовь Карпова, телекомпания СТВ.
На днях в Сибае прошла очередная акция «Красивый двор», инициированная депутатами городского собрания. Облагороженный квартал на пересечении улицы Ленина и проспекта Горняков засиял новыми красками. Какие положительные изменения претерпели придомовые территории по данным адресам, смотрите далее. Народные избранники в очередной раз вышли на улицы города, чтобы помочь жителям Сибая в улучшении и обновлении придомовой территории. На этот раз «Красивый двор» было решено организовать по проспекту Горняков, 22 и улице Ленина, 24. Помимо покраски заборов и детской игровой площадки, завоза грунта для посадки цветов и деревьев, песка для детской песочницы, депутатами данного избирательного округа был организован ввоз на территорию двора щебня для парковочных мест. Сегодня мы в рамках акции «Красивый двор» решили организовать праздничное мероприятие, собрали жителей улицы Ленина, 24, Горняков, 22, решили сделать красивым наш двор. Мы его сделали красивым. Я думаю, засияет новыми красками. Это первый момент. Второй момент. Многие жители домов, я смотрю, знакомятся с друг другом на улице. Это говорит о том, что они будут жить сплоченнее. Будет возможность у кого спросить соли, спички. Как и всегда, самые юные жильцы многоэтажки были увлечены развлекательной программой, подготовленной преподавателями школы номер 8. Теплая погода, так же как и добрососедские отношения, поспособствовали активному, слаженному труду по облагораживанию придомовой территории. Самые активные жители с особым трепетом и позитивом отнеслись к акции «Красивый двор». Мне кажется, мы друг друга лучше узнаем, и будем дружнее. И чтоб у нас очень много молодежи в доме живет, и чтобы для них же было это же, для их детей создаем эту красоту. Я считаю, что так. Акция «Красивый двор» с каждым разом находит все больше неравнодушных последователей в лице жителей Сибая. По словам организаторов, впереди еще много работы. Однако всего за несколько проведенных подобных мероприятий уже можно заметить, насколько преобразились внутриквартальные территории нашего города. Евдокия Титаренко, Алик Кадыров, Любовь Карпова, телекомпания СТВ. Рыболовство – одно из самых массовых увлечений человечества. Начиная с 1985 года ежегодно 27 июня отмечается Всемирный день рыболовства. Праздник установлен решением Международной конференции по регулированию и развитию рыболовства, состоявшейся в июле 1984 года в Риме. О заядлых рыбаках нашего города смотрите в следующем сюжете. Сегодня, во Всемирный день рыболовства, водоемы Сибайского территориального округа не пустуют. С самого утра заядлые рыбаки посвящают все свое время и энергию этому многовековому увлечению. Как утверждают сами рыбаки, кто хоть раз побывал на водоеме с удочкой, насладился чистотой, ни с чем не сравнимой радостью общения с природой и поймал первую в своей жизни рыбу, тот этого не забудет никогда. Но у нас тут русские как говорят, день, проведенный на рыбалке, не считается, в жизни не засчитывается. Ну, не знаю. Рыбалка — это все. Тот, кто рыбак. На рыбалке и отдыхаешь, и с кем-то знакомишься, что-то новое берешь у кого-то. Ну и общение с природой, конечно. Процесс ловли рыбы настолько увлекателен, что со временем у новичков он перерастает во всепоглощающую страсть. Ведь только по-настоящему увлеченные люди ради того, чтобы увидеть или ощутить поклевку, могут забираться в отдаленные и глухие уголки, часами мокнуть под дождем или стынуть на морозе. Кстати, о морозах. Виктор Тюрин, известный в нашем городе как один из самых заядлых рыбаков-любителей, поделился с нашей съемочной группой своим маленьким рекордом. Максимально низкая температура воздуха, при которой Виктор Николаевич рыбачил, составила минус 41 градус. Занятие даже назвать увлечением может быть мало, это уже становится образом жизни, то есть человек практически живет этими мыслями постоянно. С понедельника начинает ждать пятницу, чтобы быстрее опять отправиться на рыбалку. Но многое привлекает, наверное, там человека и общение с природой, и возможность общения наедине, встреча рассвета. Мало кто задумывается о законодательстве, отправляясь на рыбалку. Но от ответственности, как известно, незнание закона не освобождает. Поэтому прежде чем складывать крючки, расчехлять спиннинги и копать червяков, следует изучить, где, как, чем и когда разрешено ловить рыбу. Лимит улова зависит от региона и самой рыбы. Стандартная цифра 5 кг на одного человека. На малоценные породы, такие как ерши, уклейки и пескари, ограничений нет.
Самое главное здесь как бы не навредить природе, не навредить ее обитателям, не применять запрещенных снастей. Есть очень губительные снасти, это сети, это всевозможные разные приспособления, которые, в общем-то, запрещены законом. И здесь действует простое правило, как бы разрешено то, что разрешено. Рыбалка – это не просто времяпровождение на природе, наблюдение за поплавком – это настоящее искусство. Можно всю жизнь посвятить познанию таинств рыбалки. Что же касается мнения самих рыбаков, то, по их словам, рыбная ловля – это состояние души, а также средство укрепления эмоциональных и физических сил. Да, конечно, я хочу всем передать привет, всем рыболовам города, всем своим знакомым, кто занимается этим увлекательным занятием, и пожелать всем хорошей погоды, которая нас в этом году, в общем-то, не особо балует, но у нас, рыбаков, нету плохой погоды. У меня рекорд пребывания на рыбалке – это минус 41 градус на ночной рыбалке. Находились всю ночь, поэтому рыбаков не остановить никакой непогоды, никакими морозами. Ну и всем такое рыбацкое напутствие: ни хвоста, ни чешуи. Евдокия Титаренко, Радмир Исенгулов, Любовь Карпова, телекомпания СТВ. Такими были новости вторника. Самую актуальную информацию вы всегда можете посмотреть на нашем официальном сайте sibaytv.ru. Кроме того, свои новости, вопросы или пожелания вы также можете сообщать на сотовый телефон службы новостей 8 927 303 43 43, либо писать сообщения в Вайбере и WhatsApp. Связь доступна в рабочее время. На этом все. В студии работал Наиля Ахмедшина. Удачи и до встречи.